встретить в стенах нашего колледжа второе рождение сборника песен на стихи малочисленных народов Севера, авторов малочисленных народов Севера из репертуара легендарного певца, заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Республики Саха-Якутии Александра Самсонова. Это происходит не случайно. Недавно нашему отделению, нашему музыкальному отделению исполнилось сколько лет? 65 лет. И вот, ребята, Александр Порфирьевич первые свои профессиональные музыкальные навыки и знания получил именно на нашем тогда еще совсем молодом отделении. Ну, а затем он продолжил свое обучение в музыкальном училище и дошел до главной кузницы музыкантов нашей страны, до Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. И, значит, который он благополучно окончил и всю свою творческую энергию посвятил родной республике. Слово предоставляется директору Музея музыки и фольклора народов Якутии, также редактору поющего сборника Марии Ильиничне Корниловой. Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады приветствовать вас сегодня на презентации такого замечательного сборника. Мы называем его «Поющий сборник». На самом-то деле книга сама, сборник сам вышел в 1994 году. А если немножко вкратце рассказать о предыстории, вообще вкратце, потому что сегодня у нас время ограничено, и мне уже сказали, вот поэтому Александр Порфирьевич, мы знаем его как артиста театра, оперы и балета, солиста, ведущего, да? Но также мы знаем его как певца Победы, потому что в День Победы без его песен это уже мы не представляем свою жизнь. Но оказывается, вот в 1994 году, когда его сборник вышел, в статье его написано то, что в 1988 году к нему подошел Николай Николаевич Курилов, народный художник, писатель югогирский, и он рассказал о своей проблеме, которая существует. Но про это Николай Николаевич сегодня сам расскажет, вот поэтому я немножко интригу оставлю. И с тех пор, со знакомства с Николаем Николаевичем Куриловым, проснулась любовь и интерес к музыкальной культуре коренных народов у Александра Порфирьевича. И с тех пор он начал собирать, обрабатывать песни народов Севера. И в 1992 году состоялся первый его сольный концерт «Крик белого журавля». И после этого сразу вышла пластинка. Вот такая замечательная пластинка. И презентация на самом деле состоялась в нашем музее. И ведущей была наша дорогая Аиса Петровна Решетникова, создатель, основатель нашего музея. И этот день тоже знаменателен тем, что сборник у нас сегодня тоже презентация, можно сказать, в нашем музее происходит. И примечательно тем, что сегодня именно перед молодым поколением все это происходит. Это вообще уникально. И в прошлом году, в сентябре месяце, когда Александр Порфирьевич к нам пришел в музей, он попросил: у нас есть такой сборник и пластинка, говорит. Хотелось бы переиздать вот этот сборник, потому что первое издание 1994 года уже практически закончился. А хочется, чтобы песни народов Севера, они звучали всегда, чтобы молодое поколение учило. И мы, конечно, миссией нашего музея же является сохранение и изучение музыкальной культуры коренных народов. Вот поэтому мы сразу заинтересовались
И возникла сразу такая идея, то, что можно, оказывается, соединить вот эти два издания, пластинку и вот старую версию сборника в один сборник. И появился у нас в этом году вот такой замечательный поющий сборник на стихи авторов малочисленных народов Севера, где из репертуара Александра Трофимовича открывается книга, идет текст, идут ноты и QR-коды в исполнении самого автора. Вот поэтому молодым исполнителям, молодым людям, которые интересуются песенной культурой, вы можете открыть и сразу можете заучивать вот эти песни и передавать дальнейшему нашему молодому поколению. И вчера вечером Александр Трофимович, вчера утром, на самом деле, Александр Трофимович позвонил, и у него голос немножко, нездоровый был. И он сказал, что скорая приходила, но я очень надеюсь, что со мной все в порядке, и завтра я буду на презентации, он говорил. А потом вечером позвонил ей, что все равно его положили в больницу, но мы очень будем надеяться, что у него все будет в порядке, потому что голос все равно был бодренький. И он сказал: пожалуйста, вот скажите тем людям, которые завтра придут на презентации, от меня передайте, пожалуйста, пламенный привет, и чтобы вот эта презентация прошла на ура. Это вот его слова. Добавлю то, что сборник вышел при поддержке, при финансовой поддержке, конечно, нашего музея, дальше Хаптагайского наследия, администрация помогла, а также Хабарская средняя школа, образовательная школа, учителя сами собирали деньги, тоже помогли, и Александр Трофимович Самсонов тоже помог. Вот поэтому тираж у нас небольшой, 500 всего экземпляров, но если он будет вот так востребован, мы можем, в принципе, еще тираж большой сделать. Вот. И, конечно, сегодня присутствует не только наше молодое поколение, но и те люди, которые работали над первым изданием. Это те люди, энтузиасты, которые вообще взялись за это дело и реализовали вот такой замечательный сборник. И хочется поблагодарить и представить, конечно, молодое поколение студентов, вы знаете, вашего преподавателя Марьяну Ивановну Шамаеву, но хочется немножко сказать пару слов о дорогом нашем друге нашего музея Марьяне Ивановне. Марьяна Ивановна у нас является преподавателем данного училища, а также она является известным музыковедом. Но вот музыкальную редакцию данного сборника, потому что ноты были сделаны ручной работой, она все это вела в компьютерную программу, и музыкальную редакцию она сделала. И помимо этого, она вообще многогранная личность. Она с нами сотрудничает давным-давно. При музее действует кукольный театр, называется «Кукольный театр по сказкам коренных народов Якутии». И куклы из полимерной глины на нескольких спектаклей вот она сделала у нас. И в этом году еще два проекта мы должны презентовать. Это в декабре месяце у нас состоится открытие новой экспозиции, подаренной музыкальным училищем коллекции музыкальных инструментов Николая Савельевича Берестова. Научное и музыкальное описание, все это сделала Марьяна Ивановна. И в этом году, в декабре, у нас состоится презентация открытия вот этой экспозиции. А также у нас в декабре месяце состоится презентация кукольного мультипликационного фильма по эвенскому эпическому сказанию «Нолтек», где Марьяна Ивановна куклы сделала для мультипликационного фильма. Вот очумелые ручки, многогранная личность. Вот такой замечательный вас преподаватель, дети мои, уважайте своего учителя. И сейчас позвольте, на самом-то деле,
очень много у меня сегодня на самом-то деле, но действительно на самом-то деле презентация вот этого сборника состоялась впервые в июле месяце в городе Санкт-Петербург в Музее театрального и музыкального искусства. И к этому времени мы подготовили, перед отъездом в Санкт-Петербург, это по нашей программе культурно-просветительской турне «Кочующий музей» мы проработали целый месяц, и одним из мероприятий была презентация вот этого сборника. И перед поездкой мы сняли видеообращение Александра Парфеньевича. Давайте мы сегодня, так как его сегодня с нами нету, мы послушаем его видеообращение. Я счастлив и рад приветствовать вас, присутствующих в Санкт-Петербурге, и желающих понаблюдать и поприветствовать меня и поприветствовать появление сборника нового по малочисленным народностям. Так я страшно рад. Я много посвятил своего труда песне, хотя я 30 лет проработал в театре оперы и балета в качестве оперного певца, но песня для меня – это моя душа. Вот я выставил специально свои сборники песен, я выпустил их, и диски, все в песнях, на разные темы. Когда я пришел в музей музыки и фольклора и встретился с Марией Ильиничной, директором музея, и показал сборник который мы делали в 90-х годах. Видите, бумага такая серая, пожелтевшая, показал. Удивительный человек, я благодарен очень. Сразу она загорелась. Сразу, конечно, мы постараемся сделать. И понимаете, уже вы присутствуете при знаменательном событии. Песни на стихи малочисленных народностей севера Якутии, Эвенов, Эвенков, Юкагиров, Чукчи. Вы присутствуете. Новый сборник. И так они душевно, с головой и с сердцем отнеслись к этому материалу, что любо-дорого. Я восхищен работниками музея музыки и фольклора в городе Якутске, да вообще в республике единственный музей. Великолепно. И потому, я разговариваю с вами, хочу признаться в любви к этому коллективу, который поддержал и сделал так, чтобы получился настоящий сборник. Не то, что этот слабенький. Счастья вам, здоровья, успехов. Приезжайте в Якутию, любите север, и любите песню. Слово предоставляется директору Якутского педагогического колледжа имени Гоголева Изольде Ивановне Николаевой. Добрый день, уважаемые студенты, дорогие наши гости, преподаватели. Сегодня мы все собрались в этом замечательном зале отметить второе рождение сборника нашего выпускника Александра Парфеньевича Самсонова. Жаль, конечно, что сегодня его с нами нету, и я думаю, скоро мы с ним встретимся. Желаю ему скорейшего выздоровления. Но именно связь как с выпускником музыкального отделения мы держим. Он к нам частый гость, он посещает наши кураторские часы.
мы в день 9 мая обязательно встречаемся с ним, и он, конечно, поет песни победы. Ну и сегодня эта встреча бы не состоялась, если бы не инициатива нашего прекрасного преподавателя Марьям Ивановны. Вот как эта встреча у нас была организована, как говорится, сначала была песня. Или сначала планировался кураторский час. Кураторский час, где 20 студентов одной группы должны были встретиться с Александром Парфеничем Самсоновым и в тесном круге говорить об издании поющей песни. Ну и, конечно, мы все знаем, что Александр Парфенич такой энтузиаст. Он захотел встретиться с вами, дорогие наши гости, и пригласил вас на этот кураторский час. И сегодня вот мы видим зал полный, то есть интерес к песне именно народов, я скажу, народов, проживающих на территории Якутии, она, скажу я, сегодня самая актуальная. Песни, именно фольклор малочисленных народов, проживающих в Якутии, она настолько актуальна, что, я думаю, этот сборник найдет свое применение. И сегодня требование времени, вот сейчас Александр Парфенич говорил, что это в 1994 году вышедший сборник, он уже старый, серая бумага, а сегодня уже требование времени совсем другое, да? Вы, наверное, заметили, что на каждой странице имеются QR-коды, по которым, наведя, вы можете услышать песни в исполнении автора. Это многого стоит, да? Именно приобретение данного издания. Ну и, конечно, я думаю, впереди мы послушаем песни в исполнении наших преподавателей, наших студентов, гостей. И сегодня от имени вот колледжа я бы хотела сказать слова благодарности Марьям Ивановне, что именно сегодня вы организовали такое мероприятие, что сегодня подошли студенты не только музыкального отделения, но и будущие воспитатели дошкольного образования, будущие учителя начальных классов. Я думаю, именно эта встреча сегодня надолго останется в памяти каждого из нас. И разрешите вручить якутский колокольчик. Вот сюда. Пускай этот колокольчик вам оберегает и еще на долгие годы вас славит. Прозвучал две замечательные песни из этого сборника. Юкагирская песня на словах Уруадо, мелодия Третьяковой, обработка Елены Поповой, «Юке, юке, вдалеке, вдалеке». И ивенкийская песня на слова Николая Калитина, мелодия Надежды Докаловой, обработка Марка Слепцова, Геван и Келин. Песня «Утренней зари». Поет заслуженная артистка Российской Федерации и Республики Саха-Якутии, солистка Государственного театра оперы и балета имени Сурна-Валлона Анна Дичковская. Чего
писателя, поэта, члена Союза писателей Российской Федерации Николая Романовича Калитина. Пожалуйста. Kiedy doktor studierna ki maribelari ki anak kereman kota dan ono ki o kereman kota urian nantara ono urian nantara kemudian berpikir dalam beli tanya yang tambah testera ada standar pakai ki samsona kolam mereka lebih terbiasa lebih sanan kerja bola Jadi kita untuk dia nongkolas udah lapyan nol kolasta jom nol bangga itu bahas karakter macam lawan karakter itu dokter itu terbentuk dia hana itu untuk menu hana barang ini hana tu manu lakukan ayam manu pun ada keman pun terutaharan keman terutaharan jangan juga cetarga kemudian jangan jadi, वो चैप्टर लड़ा चैप्टर आउट में हमको एमए विरोध को बंदा आयुगा तो साथ विरोध के चैप्टर मुझे स्तोत्र मुद्दे विरोध चैप्टर पे चलिए विरोध बहुत डरलान बारे के केंद्र बारे विरोध तलाक डॉक्टर पे मेरे पेरेंट्स के ही जब उन्होंने दुबई एमए के बारे दाने मंडल मुझे स्तोत्र अंदर Ini internasional baru, ini boleh tu orang kecil kerana komputer tahan berlatih ni. Orang ada sebenarnya kerana anak, berhak intikan belum katan kesian bar, kerana maharat ke ada, sangat kita belum kerana itu ada na, orang minat dana ulang baratnya. और कितने तो बिलेंगे ये तो कि बड़ा बिल और से ना भी है चला को गाप के ये तक में था बना बड़ा प्रॉब्लम अरे सारे बच्चे जीवन में ये बिलेंगे yang ada pun orang itu yang ada itu banyak itu dengan ada dari baru-baru mana belajar itu nanti belajar tapi yang dosi juga kemudian kini kerana kutu tahap itu tapi nanti itu kemudian yang kerana kutu belajar kemudian sama jadi orang boleh orang tu yang baru lona jauh sampai menjadi ini adalah jauh ya orang baru rasa berjauh ini belajar tanah kalian kasih belajar baik kalau baik pun wanda cerita betul ni aku tidak akan betul ya terus dia agar apa itu baik mana. Все-таки какие же трудные времена, такие неопределенные времена в нашей истории, истории нашей Родины, Александр Парфеньевич добился первой публикации этих уникальных песен. И вот в дорожной карте появления данных песен, причем он это сделал абсолютно бесплатно, ни рубля никому ничего не заплатив. Как же это получилось? Да? И я тут выявила 5 основных пунктов. И вот первым делом он именно очень тесно начал сотрудничать с авторами стихов. И по ходу дела он усовершенствовал свое произношение, артикуляцию исполняемых текстов, проник и принял сердцем и душой эти песни. Ведь артисту при каждом исполнении надо песню проживать. Да? Только тогда они заживут и затронут сердца слушателей. Вот. И сейчас я предлагаю послушать в исполнении Александра Парфеньевича песню Николая Курилова в обработке Егора Неустроева «Ламаджан Яхте» — песня про ездовых собак.
Слово предоставляется представителю Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутии Даяне Анатольевне Егоровой. Добрый день, уважаемые гости сегодняшнего мероприятия. Мне выпала сегодня огромная честь от имени Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера вручить благодарственные письма от имени нашего министра. Разрешите прочитать благодарственное письмо. Уважаемый Александр Парфеневич, от имени Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия выражаю вам благодарность за плодотворную деятельность сохранения культуры коренных и малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. То, что вы сделали за свою творческую общественную деятельность, бесценно и заслуживает самых высоких оценок и искренней благодарности. Пусть успех сопутствует всем вашим идеям и позитивным решениям. Открываются новые горизонты и достигаются высокие вершины. Счастья и удачи во всех делах. С искренним уважением и признательностью министр Владимир Николаевич Черноградский. Письмо я хотела вручить директору и коллективу Музея музыки и фольклора Республики Саха-Якутия. В исполнении студентки второго курса музыкального отделения педагогического колледжа Натальи Самойловой «Сядьте». Преподаватель, отличник профобразования Республики Саха-Якутия Любовь Николаевна Прокопьева. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
специалисты отдела профессионального искусства и духовного развития Министерства культуры и духовного развития Елена Владимировна Агафонова и Наталья Геннадьевна Сергеева. Здравствуйте, уважаемые студенты, уважаемые преподаватели. Мы хотим, во-первых, поздравить всех с выходом такого уникального во второй раз сборника. Значит, Александр Парфеневич — это, конечно, кладезь нашей культуры. Он светлый, добрый. И, к примеру, я помню, что когда я ему позвонила и спросила, мне так было страшно, я сказала: Александр Парфеневич, знаете, я увлекаюсь культурой русских старожилов, русскоустьевцев, пахачан, а у вас есть замечательная песня «Русское устье». Не могли бы вы мне ее как-то вот найти? И он мне пришел и принес свой диск и сказал: Елена, пожалуйста, пользуйтесь. Он настолько добрый и душевный, поэтому я желаю быстрее, Александр Парфеневич, вам выздороветь, и чтобы вы радовали как можно больше всех нас и дольше своими прекрасными песнями, вот такими удивительными сборниками. И всех я поздравляю с этим прекрасным днем. Поздравляем Александра Парфеневича с презентацией книги. Неоценим его вклад в музыкальное искусство республики. Также он, начиная с 2000-х годов, ведет творческую деятельность по воспитанию, по патриотическому воспитанию населения, именно молодежи. Мы хотим сегодня пожелать крепкого здоровья Александру Парфеневичу, скорейшего выздоровления, творческих вдохновений и долгих лет жизни. Вторым этапом создания сборника является то, что Александр Парфеневич попросил задействовать своих друзей-композиторов. Задача композитора при обработке песни непроста. Порой эти песни имеют такой простой, незатейливый характер, мелкие попевочные структуры. И композитор должен либо обогатить варьированным аккомпанементом простейшую мелодию, а иногда и вовсе не мешать потоку того самобытного шарма, которым обладают большинство народных песен. Наши композиторы Герман Комраков, Владимир Кац, Николай Берестов, Егор Неустроев, Владимир Ксенофонтов, конечно же, прекрасно справились с этой задачей. Разрешите пригласить на сцену непосредственного участника создания песен сборника, нашего уважаемого композитора Владимира Васильевича Ксенофонтова, и поздравить горячими аплодисментами с его юбилеем. Ему недавно исполнилось 75 лет. Владимир Васильевич, я говорю студентам, вы обязательно должны прийти послушать нашего Владимира Васильевича, потому что мы его скоро будем проходить, мы вас скоро будем проходить в декабре. И очень ждем, конечно же, мы очень любим и ценим, вот именно студенты нашего колледжа любят и ценят ваш балет Бахсуни. Обожаю их. И очень ждем этого. Это все-таки замечательный день. Когда мы работали вместе у Радо, я написал на его стихи вокальный цикл. Еще давно, 90-е годы. Из этого цикла одна песня здесь есть, в этом сборнике. И обработка делал и еще одна песня есть. Емельянова есть одна песня, обработка. Но вообще работать с такими малочисленными мы говорим, но это небольшой народ, а большой, я считаю, для севера это самый большой народ. Эвины, эвинки, какие чучи, это небольшой большой народ, считаю, потому что они до сих пор держат свою национальную культуру, свой национальный язык, свою музыкальный звукоидеал. И помните, какие у них прекрасные ритмоформулы. Ритмоформулы сразу замечаете, что это
национальный северный народ. И я считаю, что обработка этих песен, я считаю, как композитор, очень сложно. Не надо подражать европейскому стилю, техникой письма композитора. Надо уже совершенствовать национальными истоками. Вот я считаю, вот сегодня я услышал песню в исполнении Дячковской. Мне напоминается, как будто это европейский романс. А мелодия какая прекрасная. Я вас поздравляю, Николай. Очень прекрасный текст и прекрасные мелодии. Вот обработка мне не понравилась, потому что она написана простыми, аранжирована мелодическими образованиями. Это не очень хорошо. Я бы по-другому сделал бы еще, усовершенствовал это, помог бы этой песне еще побольше мелодической, побольше эмоционального вот этого вдохновения этой песни. Вот она песня очень проникновенная песня очень, и душевная, а вот мелодия, аккомпанемент, вот это не дает. Это же романсовая песня получается сегодня. Ну, извините, я начал критиковать, я любитель критиковать, но поэтому меня много не любят, потому что слишком много говоришь, много критикуешь. А критика, тогда я не черная критика, не записная критика, а просто от себя, чтобы они исправили это. Я поздравляю всех с этим днем. Александр Парфенович для меня является дядей. Родственники, очень близкие родственники. Это род Габышевых из Нюрбы. Нас очень много в городе родственников. Нюрбе, Султаре, Йорк-Ольховске. Очень много Габышевых. Они из рода из Сухуми, то есть наш род. Это Габидзе, Галандзе, Габашвили, от грузинской фамилии. Они перевели на русский язык Габышев. Так что мы очень близкие родственники и всегда друг другу помогаем. Спасибо за внимание. Культура северных малочисленных народов, будь то сказки, будь то песни, легенды или даже быт, не представляется без одного четвероногого друга. Кого я имею в виду? Олень! Олень, правильно, молодцы. Для вас прозвучит песня про олененка. Слова Василия Кельметинова, русский текст Алексея Михайлова, музыка Николая Берестова. Исполняет лауреат международных и республиканских конкурсов вокальный коллектив Челюскен Аур, руководитель, дирижер, хормейстер, заслуженный учитель Республики Саха-Якутия, отличник народного образования Республики Российской Федерации Альбина Афанасьевна Белецкая. Thank you.
звезда. Александр Парфеньевич легко претворил в жизнь. Речь идет о студийной записи песен в сопровождении симфонического оркестра российской телерадиокомпании «Останкино». В итоге в 1994 году была выпущена пластинка фирмы «Мелодия». А к нам сегодня пришел в гости друг, замечательный друг Александра Парфеньевича, народный артист Республики Саха-Якутия Владимир Ильич Заволоцкий. Hədəm ardı bu marına. Bütün edək edəmir. O gün amaran Allah'a xanımdan, tuğunan Allah yaxanı edən, əbənli Allah'a bir bihiri bilədir. Onu əbənli, onun rəxınlarda deyilib tərəqindən baran, Nikolay Momoskay'da axalı ölürlərdi. Ona saxalı ölür. Tam Alexey Parfenyev çetirgini hübülər ölgürətə, ama sami konsertlarla istabanı sразу tutan alan kompozitör Valerий Kaç. Tutan alan sразу onu bakiralamadı da ondan montajdan olan bir etim var ki. Teburun benim Allah'a bıraktı ya da oluyor. Ondan bazı bileyim siyah halkı olan halları bazı da burası değil. Çoğu da işte Nikolay Momoskay falan böyle herde nedir bu?
будущие педагоги. Сегодня очень волнительный и радостный день. Мы с вами присутствуем на самом-то деле очень значимом мероприятии в истории развития культуры нашей республики. Потому что как выходил в цвет этот сборник, какая кропотливая работа была проведена, какие ресурсы были задействованы, людские, наши национальные, да? Понимаете, что сохранение культуры – это будущее народа, это будущее страны. А сохранение уникальной культуры народов Севера, я считаю, это, наверное, очень важный и значимый вклад. И с глубоким уважением нашему Александру Самсонову, как представитель школы Порфирия Никитича и Надежды Евгеньевны Самсоновых, хочу сказать, дорогой наш Александр Порфирьевич, выздоравливайте поскорее, пожалуйста. Вот этот букет, согретый любовью нашего коллектива, мы протягиваем вам. Сегодня вы увидели, что культура народов Севера – это как вот танец, их танец, это как узоры, да, ребята? Я учитель, поэтому привыкла говорить, ребята, да, дорогие наши гости. Это как, я не знаю, как северное сияние. Это та самая уникальная культура, которую действительно надо и необходимо сохранить. Вы понимаете, жизнь настолько она быстротечна, настолько сейчас мы зависим от развития информационных ресурсов, от развития техники, да? И наша задача с вами, как, вот почему я обращаюсь к будущим педагогам, сделать все, чтобы развивающее, наше подрастающее поколение помнило это и знало это. Эти песни, они затрагивают, наверное, все струны души каждого человека. Потому что вот я сидела, наблюдала, да, когда выходили, пели, танцевали, мы все припевали и танцевали, правильно? То есть весь зал сейчас живет какой-то особой энергетикой. Вы это чувствуете? Я это чувствую. И вот хочу еще сказать. Родители Александра Порфирьевича, люди, имеющие огромный вклад в развитие образования нашей республики, они воспитали своих детей тоже уникальными. То есть вот воспитание в семье, оно дает основу развития государства. Пусть в каждой семье будет счастье, мир. Мир в нашей стране. Пусть звучат такие песни. Пусть они, вот сохранение нашей культуры и эти песни, да, пусть эти песни согревают нашу душу. И мы хотим поздравить всех людей, которые работали над этим сборником. Потому что действительно, еще раз повторяю, это огромный значимый труд, который будет принят, конечно же, да. Я думаю, вот в обязательном порядке сейчас заказала этот сборник, потому что он должен быть в нашем музее, имени Самсонова в нашей школе. И мы, конечно же, в своей школе расскажем об этом событии. Конечно же, мы проведем и классные часы, да, и для коллектива тоже, потому что это должно быть масштабировано. Еще раз поздравляю вас всех с этим событием. Выздоравливайте. Спасибо большое. Значит, уважаемые гости, надо предупредить вас, что у наших студентов продолжается обучение, у них еще пара после этого есть, еще мероприятия есть, да, поэтому я очень вас попрошу немножко вот регламентировать выступление. И вот сейчас хочу предоставить слово свидетелю развития театрального искусства Якутии. Это у нас заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия Лира Львовна Габышева. Спасибо.
Приветствую всех юные, молодые, прекрасные лица и такие же прекрасные, устремленные в будущее души. Наше будущее. Я очень рада, что сегодня полный зал. Если бы Александр Парфенич был сегодня здесь, я очень сожалею об этом, потому что он очень и очень мечтал, буквально с первого дня, когда вышел этот прекрасный сборник, мечтал о событии презентации этого сборника, время которого откладывалось, начиная с июля, вот до сегодняшнего дня. Вот. Но он очень эмоциональный человек, и поэтому, я думаю, он переволновался накануне этого важного для него события. Человек необычайно широкого диапазона, как творчества, так и человеческой души, щедрый на талант и на общение с людьми. Вы знаете, я думаю, этот сборник, все уже поняли, что этот сборник появился благодаря не только его уникальному таланту, не только его благородному баритону, который звучал на всех сценах республики, в Москве, в России, который покорил всех нас, многие поколения слушателей, зрителей. Этот голос, именно к нему обратился Николай Курилов. Почему? Потому что именно этот голос мог передать все богатство песен, все богатство довести до слушателя всю смысловую сущность каждого поэтического слова, заложенных в этих песнях. Когда я открыла этот сборник, второе издание, как драгоценную шкатулку, не просто шкатулку, а музыкальную шкатулку, лаковую, богатую, украшенную, с его портретом, то почувствовала, просто оказалась в тундре, среди снегов. Я мчалась на олене. Я была вместе с этими собачками, была в этом чуме, видела этих югоирских, ленкийских ребятишек и слушала, все это слышала в песнях, в голосе Александра Парфеньевича. Я всех поздравляю с этим прекрасным событием, выпуском второй жизни сборника. Он достоин, чтобы песни его звучали на всех широтах нашей планеты. Я думаю, его тематика настолько широка, что они могут звучать и в детском садике, и в университетах, и в колледжах культуры, педагогических, и на большой сцене, и на малых сценах, в любом исполнении, и на любительской сцене, и в душе каждого человека. Я думаю, могут напеваться просто так. Спасибо большое за внимание. Александр Парфенич, мы ждем вашего выздоровления. Поздравляем вас с этим прекрасным событием. И я думаю, что все будет хорошо. О четвертом пункте я хотела на самом деле очень долго рассказать, но долго не получится, потому что у нас время сжатое. Это то, что само издание первого сборника — это очень удивительная ситуация, потому что ему Александр Парфеньевич сам вспоминает, очень трогательно это слушать, вспоминает, как с полтонной серой бумаги на плечах он ходил в одно издательство, в другую типографию. Ему там либо предъявляли большой счет в калькуляции, или же вообще отказывали. Да? И он нашел такой неординарный выход. Он обратился в аэрогеодезическую компанию. Это просто даже трудно это выговорить. Да, аэрогеодезическая компания, которая занимается чем? Печатает ноты. Карты. Издает, печатает карты, рисует карты. Какая-то совсем отдаленная наука, да? И вот ему там нарисовали вот эти ноты, которые композиторы рукопись предоставили, да, они там нарисовали. Но это очень сложное дело. И это нарисовано было все это в первом сборнике рукой картографа. Представляете, как сложно, да? Ведь это не просто взять не один же звукоряд, а там целые аккорды, целые там какие еще знаки есть? Длительности разные знаки, да? Но надо сказать, как новый редактор, я отмечу, что все-таки работа проделана качественно, ошибок я выявила немного, но все же, конечно,
обычно очень трудно читать рукопись, понимаете? Это как будто вы взяли чужой дневник и пытаетесь его читать. Вот, поэтому очень хорошо, что вот все-таки сейчас мы живем в современном цифровом мире, и все-таки сейчас, думаю, вот эти песни возродятся по-настоящему. Вот. И у нас сегодня в гостях наши общие с Александром Парфеневичем друзья, артисты, руководители Национального театра танца, главный дирижер Национального оркестра театра танца имени Зверева Крылова Николай Петров. Николай Павлович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники сегодняшней презентации. Но Александр Парфеневич всегда говорил, что надо петь отсюда, от души. Все его программы, все его концертные программы, и нотные издания, это все идет отсюда. Самое главное, особенно для нас, для музыкантов, для искусствоведов, это дотошное изучение не только нотного материала, но и текста. У нас это делают немногие. И среди всего этого на самом верху стоит, я думаю, Александр Парфеневич. Вся его жизнь – это изучение нашей культуры, нашего текста, языков не только якутского языка, но и языка многочисленных народов нашей республики. И сегодня то, что вот это дополненное издание вышло, мы очень рады, потому что там есть та маленькая лекта наша, и спасибо большое всем издателям Музея музыки и фольклора, которые сделали громадную работу. И здесь в песнях включены все самые лучшие образцы, наверное, скорее всего, вот, культуры малочисленных народов нашей республики. В 1993 году был, вот уже в следующем году будет 30 лет оркестру. Вот, в 1993 году был создан, и в 1994 году весной, я помню, в апреле где-то, первую репетиционную дверь открыл из всех солистов нашей республики, открыл Александр Парфеневич. Сразу прибежал, сразу мы познакомились, ну, хотя мы были немножко до этого знакомы, мы более 20 лет уже знакомы. Сразу приехал, посмотрел, и мы решили издать уже сразу первый сборник. Первый сборник и первый диск, который вышел через 2 или 3 года. У нас с ним вышло несколько сборников, несколько книг. Вот. И то, что вы радуетесь, что да, это такой кропотливый труд, ну, издать это одно, но все это собрать кропотливо, всю жизнь потом собрать, это еще труднее. Понимаете? Те, кто этим занимается, вы, наверное, прекрасно об этом знаете. Ну, мы с ним издали где-то 2 или 3 сборника с оркестром, у нас 2 диска с его репертуара, и в том числе есть северные, то есть с этого сборника тоже есть. Вот это «Йоки-йоки» это включено в спектакле, значит, то, что пела сейчас девушка до этого, после этого, это включено тоже в спектакль. То есть все знакомо, все здесь рядом, и даже Владимир Ильич, который исполнил песню «Сетью», прекрасная оркестровка Владимира Васильевича, она у нас хранится в Золотом фонде репертуара оркестра. Кстати, лучшая оркестровка, и мы редко исполняем это, но исполнителей немножко пока, может быть, не хватает, да? Ну, Александр Иванович всегда волнуется, кто будет заниматься этим дальше. Годы дойдут, кто будет этим заниматься. Вот стоит такой большой вопрос, при каждой встрече вот его немножко душа болит об этом. И поэтому я, конечно, хочу сказать молодым, вот, будущим преподавателям, молодым искусствоведам, что не теряйте эту нить и продолжайте
изучать творчество Александра Порфирьевича. Потому что книга одно, но постоянное изучение это дадут большой вклад, потому что он сделал огромный просто. Я вот, как говорится, вот только вот огромный вклад внес в республику. Не только этим сборником, но до этого сборника было. И сейчас, если хотите сказать, может быть, Александр Порфирьевич потом увидит эту видеозапись. Вот сейчас он работает еще с книгой о своей жизни. То есть он не может остановиться. Недавно мы с ним встречались, мы постоянно разговариваем. Все время новые идеи, все время новые идеи. 17 лет мы с ним работали каждый 9 мая в Площади Победы. Певец Победы – это еще одна громадная такая наша, его, Александра Порфирьевича, ниша тоже это. Вот кто этим потом, я не знаю, вот у нас большой вопрос об этом стоит. Но Александру Порфирьевичу мы пожелаем, давайте пожелаем здоровья прежде всего. Здоровья всех. И если будет здоровье, он будет, я думаю, будет продолжать до конца идти. У него идей очень много, у него проектов очень много, поэтому Александр Порфирьевич, поскорее выздоравливайтесь, поскорее встаньте в строй. Галине Ивановне большой привет и спасибо этой презентации от имени, от себя лично, от Национального оркестра и Национального театра танца. Спасибо. Выдающийся сын юкатирского народа, идейный вдохновитель и основатель проекта «Песен на слова» авторов многочисленных народов Севера, художник, поэт Николай Николаевич Курилов. Николай Курилев. Ну, во-первых, приветствую вас на презентации этой книги. Должен сказать, что мое дело тогда было просто предложить Александру Порфирьевичу спеть песни народов, ну, сначала юкатирские песни, а потом, когда он напел эти песни всех северных народов Якутии. То, что он взялся и начал заниматься этим, это уже его энтузиазм. Тут наша та маленькая автора умеет хорошо выговаривать и все. Но он, вы знаете, столько песен юкатирских знаю, и выходя на сцену без бумажки, когда объявляли, что сейчас будет такая песня, он выходил и пел. И на очень хорошем юкатирском языке. То же самое на венском, авентийском. Поэтому это просто, можно сказать, тогда было чудо для нас. Вторым чудом это издание этой книги. Вот. Обложку я рисовал. Кстати, вот грампластинку тоже я оформлял. Покажите. И когда он говорит вот серенькая и так далее, но я с ним не согласен. Вы знаете, это был тогда для нас, коренных малочисленных народов, большой прорыв вперед. Потому что до этого ни один певец или певица не взялся и не взялась исполнять песни с таким большим репертуаром. Это был для нас, естественно, большой прорыв. И о нас, о коренных малочисленных народах, услышали в Якутии сначала, потом в Москве. Когда вот эта пластинка вышла, она сразу разошлась. И то, что вот второе переиздание, ну, само собой, как сказали сейчас, мы живем
цифровом формате, можно сказать, и бумага хорошая. Вот. Не хочу издавать все равно, как говорится. Ну, много времени отнимать не буду. Здесь пели на венском языке. Александр Порфирьевич спел на мои слова по-собачкам. Вы увидели, как он пел, без бумажки, без ничего. Кстати, Александр Порфирьевич — это первый человек, которого я долго искал и нашел, и он согласился. Потом в 21 году я перевел Ave Марию и тоже долго искал певицу, обязательно певицу с широким диапазоном. И на мое счастье появилась Саина. И вот она спела, и эта песня, можно сказать, унесла юкарийский язык за пределы России. Поэтому я очень рад, что все-таки есть люди, которые бескорыстно. Вот Саина тоже бескорыстно все это сделала. Бесплатно. Сказала, это подарок вам, юкарии. Очень хорошо, что такие люди есть. И очень хотелось бы, чтобы среди сидящей молодежи тоже появился такой человек, который мог бы по всего сердца, душой взяться петь наши песни. Ну, я работаю на радио, наверное, ваши дедушки, бабушки по утрам 6 часов 10 минут, 15 минут сейчас слушают, где вам понедельник, вторник, каждый понедельник, вторник. Вот, записываю. Даже себя записываю. А сейчас, поскольку здесь пели, спою одну песенку. Я когда-то начал, чтобы дети пели, знали родной язык, типа рэпа. Ну, я много не буду, один куплет на Новый год. Нигерпен сукун мальгал, хотя марло гам, выдох, марло поете, подумала. Спасибо. Ну и пятый и последний пункт, да, это создание сценического образа. К этому вопросу Александр Порфирьевич тоже отнесся так же скрупулезно. Он советовался с солидными знатоками, носителями культуры северных народов, например, с кандидатом филологических наук, Тунгусоветом Анной Николаевной Муреевой. Он советовался. Ну, вот такой небольшой, на наш взгляд, весьма полезный мастер-класс от самого Александра Порфирьевича мы получили, надо сказать. Да? Сейчас хочу предоставить слово ученице Александра Порфирьевича, также выпускнице нашего отделения, заслуженному работнику культуры Надежде Семеновне Толбоновой. Добрый день, участники замечательного события, мероприятия. Действительно, это очень интересная, уникальная встреча, поскольку здесь присутствует наша корифея, легенда нашего якутского искусства, культуры, литературы. Вот они сегодня перед нами выступили, сказали, что я ученица, выпускница этого педагогического училища. Более того, Александр Порфирьевич был нашим куратором. Мы потом заканчивали это учебное заведение, заканчивали вузы, да? Но никто нам не посеял такие зерна, скажем, любви к искусству, быть гражданином, человеком, учителем на будущее. Это он нас заложил. И он нас прочил только 1 год. И мы по происшествии многих лет сегодня тоже поддерживаем связь. Сегодня присутствует моя однокурсница, тоже заслуженная работник культуры Елизавета Егоровна Варламова, заслуженная работник культуры Екатерина Васильева, отличник образования Светлана Никитина Сантаева, и нас таких много по всей республике. И многие заслуженные ученики. Вот я хочу вернуться к этому сборнику.
Этот сборник, вы знаете, издан в далекие 30 лет назад. Тогда мы только как-то начинали, расширять свою деятельность. Тогда было выпускать, издавать сборники было сложно, надо было иметь авторское право и так далее. И вот я хочу остановиться на том, что я работаю в будущем Республиканском доме народного творчества, была издателем, тут прямо гриф стоит, Республиканский дом народного творчества. И это мой учитель, он ко мне пришел, и, конечно, я от всей души только помогала ему. Он такая личность. Я надеюсь, сегодня Александр все равно увидеть по видео. Дорогой наш учитель, мы пришли вас поздравить, вам сказать добрые слова. И вот хочу остановиться на уникальности вот этого сборника в том, что он сам собирал вот эти песни, он сам искал этих мелодистов, он сам нотировал эту песню. Я очень помню Илью Курилова, вашего родственника, да? Он не имел никакого отношения к музыкальной культуре, но он был носитель, он был исполнитель. И он приехал из Нижнеколымского улуса. И каждую песню он выверял, работал со всеми авторами. Более того, это монтировал. И самое уникальное в том, что были соавторами и работали такие известные композиторы, как Герман Каврюков. Это обработка, мы знаем, что только если песня издаются, только мелодия, да? Или в лучшем случае там может быть, скажем, баян исполнение, а тут фортепиано сопровождение. И здесь помогали все бескорыстные композиторы. Это Герман Каврюков, Николай Берестов, Валерий Кац, Владимир Ксенофонтов и многие люди. Вот в этом и уникальность вот этого я сборника думаю. Александр Парфеньевич очень неутомимый человек, он энтузиаст, он гражданин. Мы все знаем его проект «Песни Победы». Как ежегодно, около 30 лет звучали его песни 9 мая. И мы сегодня от души поздравляем нашего учителя. Мы надеемся, что он сегодня от волнения, вот так он очень чувствительный, эмоциональный человек. Но просто мы надеемся, что это просто кратковременное его недомогание. Он волновался, наверное, он человек очень впечатлительный. И хочу пожелать от имени студентов. И я очень рада, что в детстве я тоже приложила руку. Благодарю Музей музыки и фольклора. И как они в Санкт-Петербурге очень успешно презентировали вот песни народов Севера. Так что я вас всех поздравляю. Это сегодня такое музыкальное событие. Слово предоставляется кандидату филологических наук, члену Союза писателей Российской Федерации Варваре Григорьевне Белолюбской-Аркук. Пожалуйста. Знаменательное событие музыкальной и духовной жизни нашей республики и вообще России. Потому что Александр Парфеньевич Самсонов – душа тех народов, которые проживают на севере нашей Якутии, потому что он открыл духовный богатый мир человека севера для всех нас. Он первый начал песни исполнять на 5 языках коренных малочисленных народов севера, которые проживают в нашей Якутии. И он, Александр Парфеньевич, вообще участник всех событий, которые произошли с конца 80-х годов в нашей России и в нашей Якутии, потому что он очень много ездил, пропагандируя культуру и язык коренных малочисленных народов Севера. Он был членом Ассоциации Венов Республики Саха-Якутия и является душой и сейчас. И поэтому, значит, все его песни о Севере, о человеке Севера, о бесконечных снегах Севера, о нашей Нигирке, о нашей Яме, о нашей далекой Колыме, где он побывал многократно и представлял именно культуру тех народов, которые являются
его творчества. И Александр Парфеньевич первый раз, когда организовывалась ассоциация коренных малочисленных народов Севера, с большой группой побывал в Вено-Батантайском районе, где организовали первый ИСЭК Сакырского района. Он побывал на знаменательном событии Вено-Аллаевской тундры, где первый раз проводили не ИСЭК, праздник цветения тундры, традиционный праздник Вено-цветения тундры. Первый раз после многих лет был проведен в Аллаевской тундре. Он побывал там и исполнил песни Севера. И таким образом, и через год, когда встречали делегацию Сибири, Севера, Дальнего Востока, он также был на этом большом событии и также представил песни народов Севера. Александр Парфеньевич счастливый человек. Тот, который дружен с песней, тот, который любит песню, исполняет песню. Он сам тот человек, о котором поется в этой песне. Это доброта души, широта духовного мира. Это язык, через который передается духовный мир северного человека и вообще людей. И поэтому мне кажется, что Александр Парфеньевич вобрал в себе всю палитру духовного, красочного мира не только северянина, но и северной природы, о котором раньше говорили, что мы воюем с природой и так далее, а север для северянина – это душа, это жизнь, это большой, глубокий, широкий мир, который имеет сам Александр Парфеньевич. И я от души сегодня поздравляю всех вас, Александра Парфеньевича, с этим большим праздником духовного мира, северного мира. И желаю больших успехов, скорейшего выздоровления и большими вашими аплодисментами я хочу пожелать скорейшего выздоровления нашему любимому Александру Парфеньевичу. Ваши аплодисменты. Александру Парфеньевичу подарить мир севера, чистый снег, прозрачное синее небо, нежную березу и красочную землю, и звезды на синем небе, которые будут шептать о высоких чувствах, о любви, о душе, о мире человека на земле. Вот теперь хочу предоставить слово самому близкому другу Александра Парфеньевича, члену Ассоциации защиты прав ветеранов войны и труда Вере Дмитриевне Яковлевой. Я сегодня выступаю от имени ветеранов республики. Ветераны республики очень любят Александра Парфеньевича. Он объездил всю республику и специально выступал перед ветеранами войны и труда. Это ветераны очень ценят и очень помнят. И всех вас также благодарю за то, что вы когда-то в своей жизни чем-то, может быть, помогли добрым словом, деянием Александру Парфеньевичу в его делах, творчестве. И мне особо хочется поблагодарить сегодня
директора Музея музыки и фольклора. Пожалуйста. И в ее лице всех сотрудников, которые помогли выпустить этот сборник. Короче, нет слов, чтобы выразить благодарность им от ветеранов и от самого Александра Павловича. Музей это он прямо так как там правильно сказать, боготворит. Ага. Прям говорит, что прям вот они прям такие чудесные, пречудесные, волшебные, прям этот директор прям типа мгновением одной руки сделала ей сборник. Так что очень вас благодарим от имени Александра Парфеньевича и от всех ветеранов республики. Спасибо большое. Конечно, куда бы мы делись без друзей? Да, ребята? Вы сейчас находитесь в очень хорошем возрасте, когда обретаете друзей. Все вот это наше мероприятие, оно сделано было именно для вас. Ну, не для себя же, да? Это именно для вас, для нашего будущего, для прекрасных вас. И ко мне сегодня пришли мои подруги студенческих моих лет. И хотят выйти сюда на сцену. Это Анна Ивановна Томская, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, руководитель музыкального ансамбля «Кылсаха», солистка оркестра театра танца и ведущий фольклорист нашей республики Варвара Валерьевна Абаюкова. Добрый день. Во-первых, я всех поздравляю с изданием такого замечательного сборника. Это, конечно, музей музыки и Александра Парфеньевича. Александр Парфеньевич, действительно, мы с ним были на связи. Буквально на этой неделе он звонил и очень ждал, он планировал всех прям поименно. Вот он придет, она придет. И мы с семьей тоже очень дружим. От имени моего мужа Афанасия тоже ему большой привет, скорейшего выздоровления. Летом мы присутствовали на презентации этого сборника в Санкт-Петербурге. Тоже очень хорошо презентация прошла тогда с участием тоже и олимпийского ансамбля, и Анна Лещковская тоже приняла участие. Вот это Варвара Валерьевна, мы были, присутствовали. А сегодня мы хотим поздравить от всей души нашу Марьяну. Действительно, мы с Машей дружим с 15 лет. Нашей дружбе уже будет 30 лет. И мы очень рады, что она приняла участие в издании этого такого большого труда, сборника. И так как сами тоже занимаемся изданиями, поэтому знаем, какой это труд сложный, и очень любим вас, ценим. И вообще вот этот сборник будет очень помогать многим людям, потому что ноты — это международный язык. Сейчас любой человек, миром откроет эти ноты, освоит. И главное, что у нас в нашей культуре. Мелодии, как узнать, вот эти интонации, потом язык освоить, и тогда уже действительно будут нести эту культуру. Ona ünlüler bile gününe bu Гоголев атынан Jakutskayдағы педагогическая колледжка студентлерге опсайнан оны искусство, культура жанларга бараларга үйренлер бен күрдік ылынақ қанады. Бастыдан тұран бұл Александр Самсонов биги профессиональное искусство, культура, бери голову и омар хатергинен билинемит ол курдук кини курдук кайы ырыларын өргөйлөп бүт онна яги бетерелерге улахан ытыкта былы убаста былы тус
бәйгінен берер кеге оғын келеді. Олардың ертестері Александр Самсонов болар. Оттон Александр Самсонов кенеттен кене үйе қолы бұрғар мен ханабар қаян дағына кене қолын батахатчылар өсілімен тақсықтыра дегенімін. Ондан бұл сборник Александр Парфеневич Самсонов қайда құрдық қотығы ағияқ санақ народтарға тапталын онна ұтық табылын, ұлас табылын берен тұран үйетін сағын тұқары. Жарықтанан келбет үлеттен түмен иккис тыына бұд. Саха серен музыкатын, онна фольклорын коллективігар мен олақан мақталбын әтекпен бағарабын. Беге музей төрттәнче Айза Петровна Решетникова bir бастың үйренәтчетті, үйренәтін халқатчы Мария Ильинична Корнилова өскөтін иденіне тұтатына Александр Самсонов әкетін пока топуйдоқтық кен оранке воспиталите болар. Беге бұхайын бозборниге Санкт-Петербургадағына үректе оғаты бет бүгін дамысты оғаты бет, онан мен бағамақталбын. Мария Ильиничнаға кертектің бағарабын. Онна күйар болттар оғар бұд. Любовь Константиновна Помогаеваға мақталбын терердемін. Онна білен тұрар бұл Мариям Ивановна Шамаеваға мақталбын тердемін. Бұл қолғырынық кескілер, инникілер, онна үйелер. Онна бұл сборниктар қарғар үлеләбет. Бұқа бары жанлары, ес сүрәқтіктен долген тұран әғаделейбет. Мариям Шамаеванықты неге берге Марк Николаевич Шелков атынан Жукускайдағы музыкальный училищеға өтпек. Онықтан бұл Анна Ивановна кетен құрдық отыттан таққағы бары сетіген жабы бейбен перкімлісі әбет. Онықтан тәңе хәйдабы, тәңе сахарабы кеққығы. Onun bulağına bu pedagogический колледж устуденларыдар мен өйрек категорисini бағарабын, әйге биһиги искусствобыт, культурабыт деятеллерин, үлелерин кыһанан өйреттин, билигитин, үйнерин, хайыннарын бука барабытыгар манда келбит жонларга жол хордуну, илеени, онна уйгуну буяны бағарабын. Bu sahalı, mahalı ispahanlar belirtmediğim tuttarabız. Bu emeğe bir cevabı Kamilov kampanya direktörü Olga Grigorievna Grigorieva emeğe saha törük yügeslerin italarının serin tohumu kulturatın taraftarıcı. Ondan bulana hayal yapıtıgalar kulu, onlar yakar tuz beyagar, diye gelgenler, kukut hürgüt beğer kolun, sanağıtlarda satana durdum, günden gün, öyle günler, en bir durdumlar. Но очень волнительный момент, конечно, да. И мы вас всех благодарим, что вы нашли, улучили время и пришли с нами, поделились радостью возрождения этого сборника. И последние слова разрешите вручить директору Музея музыки и фольклора Марии Ильиничне. Потом, не расходитесь, будет общее фотографирование. Огромную благодарность за проведение замечательного вечера. Хочется поблагодарить нашу Марию Ивановну и вручить ей вот такой замечательный цветочек, который ты будешь ухаживать, пересаживать и опрыскивать. Они любят, оказывается, прохладу, сказали.
И, конечно, нашему Александру Парфеновичу нашу любовь выражаем, красные розы тоже, чтобы у него всегда цвели. Передадим. И благодарственное письмо коллективу Дюрскен Ахор, который сегодня украсили наш вечер. Кто-нибудь есть, да? Ага. Ну, слова я не буду зачитывать, просто вручаю потом. Спасибо огромное за участие. И кто у нас слушает? Ага, все. А остальным участникам мы передадим благодарственное письмо от имени нашего здесь. Всем спасибо.